Телеурок. Добрый день, дорогие ребята! Мы начинаем урок русского языка. Я держу в ладошках солнце. Я дарю его всем вам. Улыбайтесь просто. Лучик солнца пришел к нам. Давайте откроем тетради, запишем число «Классная работа». Телеурок. Тема нашего урока – произношение и написание слов с сочетаниями «ж», «ш». Сегодня на уроке научимся анализировать звучащие слова с сочетаниями «ж», «ш». Выделять в словах твердые согласные звуки. Сравнивать произношение гласного звука в сочетаниях «ж», «ш» с его обозначением на письме. Давайте прочитаем эти записи. Это скороговорки. Скороговорка, ребята, это такое предложение, в котором повторяются одинаковые или похожие звуки. Скороговорку надо проговаривать быстро. В живом уголке жили ужи и ежи. У Миши машина, у машины шина. Произнесем первую скороговорку. Здесь много раз повторялся звук «ж». Произнесем вторую скороговорку. Здесь повторялся чаще всего звук «ш». Посмотрите на экран. Здесь мы видим буквы «ш» и «ж». Эти буквы согласные, шипящие и всегда твердые. Дадим характеристику этому звуку. Буква «ж», звук «ж» согласный, твердый, звонкий. Дадим характеристику этому звуку. Буква «ш», звук «ш» согласный, глухой, твердый. А сейчас отгадайте загадки. В словах-отгадках есть всегда твердые согласные звуки. Кот живет у нас на крыше, а в чулане живут мыши. В море плавают моржи, в лесу в норках спят ежи. А кто был внимательным, тот назовет еще слова с сочетанием «ж», которые встречались в загадках. Моржи, живет, живут. А теперь внимательно прослушайте стихотворение. Как напишешь «ж» и «ш», нерешительно скажи. Лужи, мыши, ежи, мыши, лыжи, камыши, все сочетания «ж-ш». Начнем наши наблюдения. Какой гласный «ж» звук мы слышим, а какую букву напишем в словах ежи и мыши после твердых согласных «ж» и «ш». Засомневались мыши и ежи, а может, в других словах все по-другому? Давайте проверим. Чижи, ужи, ежи, стрижи, жирафы, мыши и моржи, шиповник, шины, камыши, машины, уши, малыши. Мы слышим и произносим гласный звук «ы» в сочетаниях «ж», «ш». А напишем букву «и». Сейчас мы запишем слова «мыши» и «ежи». Подчеркнем сочетание
жи, ши. Какой вывод можем сделать? Как пишутся сочетания «ж», «ши»? «Ж» и «ши» – такие слоги, что всегда к ребятам строги. «Ж» и «ши», «ж» и «ши», только с «и» всегда пиши. Устали наши друзья и решили отдохнуть. У нас физкульт-минутка. Давайте мы с вами представим, что мы тоже ежики с иголками на спинке, и мы гуляем по лесу. По сухой лесной дорожке топ, топ, топ. Топочут ножки. Ходит, бродит вдоль дорожек весь в иголках серый ежик. Ищет ягодки, грибочки для сыночка и для дочки. Если подкрадется волк, превратится еж в клубок. Ребятки, отдохнули? А теперь посмотрите на рисунок. Мыши и ежи играют в прятки. Давайте и мы с ними поиграем и найдем спрятанные буквы. Прочитаем предложение. Высоко в небе летали стрижи. На полянке появились ежи. На берегу озера росли камыши. Летом расцвели красивые кувшинки. Телеурок. Давайте перейдем к следующей работе. Вы должны отгадать загадки, а отгадки записать в тетрадь. Снимем мы среди болота замечательное фото. Очень яркая картинка, распустилась здесь кувшинка. Он ходит, голову задрав, не потому что гордый нрав, не потому что важный граф, а потому что он жираф. Они на холоде лежат, но от стужи не дрожат. Пусть ветер и вода свежи, на пляж идут моржи. Они на ласточек похожи, а в небе очень даже схожи. Я правду говорю, скажи. Есть ласточки, а есть стрижи. Белые горошки на красивых ножках. Ландыши. Сидит на палочке в красной рубашке. Брюшко сыто, камешками набито. Шиповник. А теперь, ребята, давайте проверим. Кувшинка, жираф, моржи, стрижи, ландыши, шиповник. А теперь, ребята, вместе с мышатами мы должны составить схемы к нашим отгадкам. В слове «кувшинка»
8 звуков. В слове жираф 5 звуков. В слове моржи 5 звуков. В слове стрижи 6 звуков. В слове ландыши 7 звуков. В слове шиповник 8 звуков. Молодцы, ребята! Ежик, ребята, нам принес игру. Мы должны найти лишние слова. Посмотрели внимательно, нашли лишние слова? Конечно же, это слово «весна» и слово «стол». Ребята, вы отлично справились с этим заданием. И мы переходим к следующему заданию. Игра называется «Измени слово». Прочитайте слова. Эти слова обозначают один предмет. Стоят, употребляются в единственном числе. Измените слова так, чтобы они обозначали много, несколько предметов. Стали во множественном числе, мы должны вспомнить правила, чтобы не ошибиться при написании слов с сочетаниями «ж», «ш». Малыш стоит в единственном числе. Малыши стоит уже во множественном числе. Чиж, чижи. Ухо, уши. Груша, груши. Карандаш, карандаши. Морж, моржи. Уж, ужи. Молодцы, ребята! Ребята, запомните, в сочетаниях «ж» и «ши» пиши только букву «и». Ребята, сегодня на уроке мы научились анализировать звучащие слова с сочетаниями «ж», «ш». Выделять в словах твердые согласные звуки. Сравнивать произношение гласного звука в сочетаниях «ж», «ш» с его обозначением на письме. Телеурок. А теперь, ребята, мы с вами должны оценить свою работу. Если вам все понятно, нарисуйте зеленый кружок. Если сомневаетесь и не уверены, синий кружок. Если не знаете, еще надо учиться, красный кружок. На этом, ребята, я прощаюсь с вами. До скорой встречи!